Штатный режим работы общественного автотранспорта в Сыктывкаре восстановлен. Об этом Сергею Гапликову доложил министр инвестиций, промышленности и транспорта Николай Герасимов. Вице-премьер рассказал о результатах совещания с участием представителей Минтранса, Сыктывкарского АТП и представителей индивидуальных предпринимателей автоперевозчиков. Напомним, накануне на линию не вышли около сотни автобусов. Они принадлежали частникам, которые работали с АТП на договорах субподряда. Как выяснилось, это незаконно, и предпринимателям пришли штрафы от надзорного ведомства на сумму в 35 тысяч рублей. В дальнейшем эта сумма могла вырасти в 10 раз, поэтому перевозчики не вышли на работу. На совещании стороны договорились, что все простаивавшие накануне автобусы выйдут на линию. Сегодня утром по нашей информации в 7 часов утра Сергей Васильевич мне докладывал о том, что все маршруты обслуживаются и обеспечиваются транспортом без сбоев и каких-либо обращений в адрес администрации на сегодняшний день не поступило. Повторюсь, что задача не простая, потому что дьявол в нюансах, там, в рублях и условиях, да, поэтому, значит, вы также слышали, вчера на совещании глава республики дал нам с Николаем Николаевичем месячный срок для завершения данной работы. В течение этого срока они, предприниматели и, значит, с АТП-1 сказали, что будут выполнять условия контракта в полном объеме, и больше такого не повторится. Для решения проблемы при Минтрансе региона создана специальная комиссия. Рабочая группа будет держать на контроле все возникающие вопросы как со стороны АТП, так и со стороны перевозчиков. Участников конфликта заверили, что при любом поводе власти столицы и профильное ведомство готовы сесть за стол переговоров.